Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В двух предыдущих передачах мы с вами пересекли бывшее материковое владение Крымского ханства от Перекопа до Днепра и далее до их крайней западной границы – реки Днестр. А теперь, переправившись через Днестр, мы познакомимся с землею, чья история тоже была самым тесным образом связана с историей Крыма. И маршрут сегодняшней прогулки пройдет по степям между Днестром и Дунаем, по территории, которая в ханские времена называлась Буджак. Над Днестровским лиманом поднимаются стены и башни могучей средневековой крепости. На протяжении веков она носила разные названия на языках разных народов. Греки называли ее Аспрокастрон, итальянцы – Монкастро, молдаване – Читатя Албе, славяне – Белгород. А в Крыму, как и в Турции, эта крепость именовалась Ак-Керман. И тому, кто хорошо знает исторические памятники Крыма, укрепления Акермана при первой встрече могут показаться чем-то знакомым. При взгляде на стены над водой, оборонительный ров, крепостные башни, на ум приходит отдаленное сравнение с Судакской крепостью. И если вспомнить историю здешнего края, то такое сходство окажется вовсе не случайным. 7 столетий тому назад весь степной простор от Дуная до Дона входил в улус золотоордынского бека Ногая. Ставка этого правителя располагалась в придунайском городке Исакчи, и оттуда он повелевал обширной территорией, которая включала также и Крым. Со временем на здешних берегах, в точности как это было и в крымских городах Судак и Кафа, по договору с Золотой Ордой обосновались итальянские торговцы из Генуи. Вероятно, именно они и заложили этот массивный четырехбашенный замок, что стоит внутри крепости. Его башни служили складами припасов и оружия, а посередине двора стояло несколько жилых построек. Когда Золотая Орда распалась, придунайские степи перешли к Молдавскому княжеству. Молдавский правитель Штефан Великий в XV веке значительно расширил старую крепость. Он пристроил генуэзскому замку новые стены и башни. 26 из этих башен сохранилось до наших дней. Крепость была разделена на несколько дворов. Поближе к замку располагалась охрана и казармы, а внешний двор за внутренней стеной был застроен жилыми постройками. В эти годы Молдавское княжество было достаточно сильным государством, и даже знаменитый османский султан Мехмед II, завоеватель Константинополя, при попытке покорить Молдову дважды потерпел поражение. Взять верх над Штефаном удалось лишь следующему султану Баязиду II. В 1484 году султан Баязид овладел Акерманом. Он одержал эту победу благодаря помощи своего союзника, хана Мингли-Герая, который привел под стены крепости 50-тысячное крымское войско. После этого Молдова стала платить дань турецкому султану, а приморские степи перешли под власть Османской империи. В собрании Стамбульского дворца Топкапы хранится турецкая миниатюра, которая изображает встречу Баязида II и Мингли-Герая в походном шатре во время молдавского похода.
В благодарность за поддержку падишах предоставил хану в личное управление несколько завоеванных молдавских селений и поручил крымским войскам охрану придунайских земель. С этих пор крымские ханы стали частыми гостями Аккерманской крепости. Они посещали ее на дороге из Крыма в Турцию, либо же на обратном пути из Стамбула в Бахчисарай. А порою на полях возле Аккермана назначался сбор крымских и турецких войск для совместных походов на Польшу, Венгрию, Австрию. И всякий раз, когда крымские правители прибывали сюда со своими армиями, османские наместники города устраивали им роскошные приемы. Сохранились описания ханских пиров в Аккермане, где помимо кебаба из 300 баранов, 500 котлов плова и 50 тысяч хлебов для всего войска и народа, в ханских шатрах подавались такие удивительные кушанья, как мускусное печенье и пирожные с фиалкой и гиацинтом. Один из крымских ханов, Ислам II Герай, был даже похоронен в Аккермане. Весной 1588 года он пришел сюда с войском, чтобы выступить с османами в совместный поход, но заболел и скоропостижно скончался. Хана похоронили у стен крепостной мечети, от которой до наших дней дошел только минарет. Несколько мечетей существовало и в городе за пределами крепостных стен, причем одна из них носила название «Мечеть Менгли-Герая». Население Буджака отличалось большим разнообразием. В приморских городах проживали турки и крымцы, румыны и болгары, греки и армяне, евреи и цыгане. Там, где степи сменялись лесами, начинались молдавские селения, а на устье Дуная к XVIII веку появилось даже несколько деревень украинских и русских беженцев, казаков, старообрядцев, участников народных восстаний и прочих, кто спасался в султанских владениях от царской каторги. Что же касается здешних степей, то в них обитали буджакские татары. Это были люди разного происхождения. Кто-то из них происходил от древнего кыпчакского населения этого края, другие являлись потомками ордынцев, навсегда осевших в этих местах, а некоторые переселились сюда из Крыма уже в ханскую эпоху. Ведь Буджак был богатым краем, едва ли не более зажиточным, чем Крым. Из-за близости больших рек и обилия воды урожаи здесь вырастали обильными, стада нагуливали вес быстро, и не раз случалось, что когда полуостров страдал от засух или от нашествий саранчи, тысячи крымских жителей спасались в Буджаке от голода. И если прибрежными городами и молдавскими деревнями управляли турецкие паши, то татары Буджака подчинялись крымскому хану. Пост ханского наместника в Буджаке назывался Ялы-Агасы, то есть старший над побережьем. Резиденцией Ялы-Агасы было селение Хан-Кышла, неподалеку от Аккермана. В ханские времена в Хан-Кышле стояла мечеть, караван-сарай, баня, 500 домов и жилище ханского прибрежного наместника. В 17 и 18 столетиях в Буджак, как и в соседний Егисан, переселились многие тысячи волжских ногайцев, вытесненных со своих прежних кочевий русскими властями и калмыцкими набегами. Расселившись среди местных татар, они образовали Буджакскую Орду, одно из самых сильных боевых подразделений Крымского ханства, численностью свыше 30 тысяч бойцов. Для командования этой ордою ханы учредили специальный пост Сераскера. В качестве ставки буджакского Сераскера было назначено молдавское селение Каушан, подаренное крымским ханам османскими султанами. Для того, чтобы показать вам этот пейзаж, с небольшим городком, приютившимся среди зеленых холмов, мы выехали за пределы Украины, в Молдову. И если кому-то из зрителей этот пейзаж отдаленно напомнит Бахчисарай, то такое сравнение будет вполне уместным. Ведь именно здесь, в XVIII веке, возникла вторая столица Крымского ханства – Каушан.
Ее обустроил здесь хан Кырым-Герай, который взошел на престол с помощью буджакских и егесанских ногайцев. Стремясь почаще навещать своих приверженцев в степях, а также успешнее следить за перемещениями русских войск у границ, Кырым-Герай построил на месте Сираскерской ставки новый ханский дворец. От этого дворца сохранилось лишь малоразборчивое изображение и краткое описание. По словам очевидцев, дворец был одноэтажным и не слишком большим, но весьма приятным на вид. Он был обнесен невысокой стеной и выкрашен в белый и синий цвета. Кырым-Герай приезжал в Каушан ежегодно и оставался тут подолгу, иной раз и по полгода, привозя вместе с собою весь гарем, домашнюю прислугу и даже придворный оркестр и театр. С каждым прибытием хана городок превращался в центр крымской державы. По его улицам шествовали крымские беи и иностранные послы, а по окрестным дорогам скакали в Крым гонцы с ханскими приказами. А в Бахчисарае на время отсутствия хана распоряжался каймакам, то есть временный комендант крымской столицы. Здесь, в Каушане, Кырым-Герай и умер весной 1769 года. Его тело было на траурной повозке доставлено в Крым и похоронено возле мечети в Бахчисарайском ханском дворце. Преемники покойного хана Девлет IV, Селим III, Каплан II Гераи проводили в Каушане чуть ли не большую часть своего времени. Дело дошло до того, что жители Крыма стали упрекать своих правителей за то, что те совсем забросили Бахчисарай, а в Крыму без ханского надзора происходят всяческие беспорядки. Сходство Каушана с Бахчисараем проявляется даже в том, что сюда в свое время тоже приезжал Пушкин, в надежде увидать тут ханский дворец и фонтаны. Однако поэт опоздал. Всего лишь за 8 лет до его приезда молдавская резиденция крымских ханов была бесследно разрушена во время очередной русско-турецкой войны. И понятно, что сегодня, спустя еще 200 лет, у нас остается еще меньше шансов найти в Молдове какие бы то ни было остатки дворца крымских ханов.